вечер, зрители моего канала и мои друзья. С вами сегодня я, Мама Гуля. Через 43 года я встретила свою одноклассницу. Она приехала с сестренкой из Иркутска. Привет всем. Рядом. Сәлимә Габидулловна Даминова. Галия Сеңеле Сәлимәнең. Вот, 43 года после окончания школы мы не виделись. Сегодня случайно только она позвонила, и я встретила их. Мужа с Алимой отправили в баню Салавата. Мы сидим, чаевничаем, разговариваем, болтаем. Очень приятно, да, вспоминаем. Да, как приятно. Хорошие были времена, Да, так да. дружили. Наш класс очень дружный был, встречаемся, но некоторых, к великому сожалению, уже потеряли. Вы знаете, вы мои блоги смотрите, вы помните. Одноклассников больше нету. Ой, как жалко. Это я так близко. На Да. Ульяновск ко мне Недавно приезжала. похоронили Ой, одноклассника как жалко. моряк. Салима с одной стороны одноклассница, с другой стороны она моя дальняя родственница. Она живет в Иркутске. Меня зовут туда в гости. Как-нибудь я поеду. Конечно, обязательно. И горячие источники съездим. Я тоже. И Байкал съездим. Ты тоже хочешь? Знаете, сколько за границей приезжает Байкал, смотрите. Вообще очень много. Там туристы. Это такой, вот она дает энергетику положительную. Байкале отдыхать Я хочу хорошо. на Байкал. Такой да? Да. Приезжайте. Вот приезжайте, Байкал. Может, она Такая река священная. Я Может, хорошо знаю. учиться, бабушка У привезет. нас еще вот Ой, такие. хорошо учатся. Да, вот, Да, у вот меня дети молодец, хорошо да. учатся, Ну, да. еще не только- Послушные они у меня. Может, Еще- на Новый год рванем? Да. Еще, знаешь, жемчуг поедем, там горячий источник бьет, и открытый бассейн. Вот это Зимой, да, да, зимой можно 55 купаться. раз купаешься, а ины висят, а не простываешь. Такие вот радоновые воды, там жемчуги, да. Не Не простываешь. простываешь, ни разу не Нет. простываешь. Это вообще такие источники хорошие. И недорого, во-первых. Залима. Вот. А 2 Можно января купаться. же у меня день рождения. Вот там мы купаемся, А я ездим. всегда там отмечаю. Да. Мы жемчуг едем, никакой гостей. 2 всё вместе, января. Жемчуга, Там бассейн, мы душ. купаемся, Там да, она поэтому суставы лечит, сердце лечит. Там, вот у меня Массажи. колени сильно болели. Вот там. Я вот 5 лет подряд туда ездил, у меня колени перестали болеть. Ничего не болит. Вот так. Ну, хорошо. Вот так. И внутрь можно пить ее, эту воду. Когда у меня двоюродный брат Ханилявый живой был, мы ездили каждый год на крещение Красноусольск. Зима, и мы там купались. Там пруд, мы купались, как моржи. И не болели, там тоже источники такие есть. Но вода ледяная, конечно, но не У нас простываешь. 55 градусов и открытое небо. 40 градусов на улице, 55 Очень градусов. заманчиво. Вот. Возьмем да приедем, да? А что нет, ты приезжай встречу и поедем, и отдохнете, и увидите. Иркутская область очень красивая, леса, тайга. Башкирия очень красивая. Там очень красиво. Чего же говорить? Ну что, мальчики, будете хорошо учиться? Мы можем поехать. А что нет-то? Они слушаются у меня. Ну, Вот ты кто всегда не сглазит. Встречу, Они у меня съездим. такие ребята послушные. Мгм. Но пока горе не знаю. Дальше не Дай знаю, вот как такую. будет. Вы с ними сами молодеете. Стареть некогда. Да, стареть вам некогда. Вот видите, как Стареть мне шустро некогда. выглядите. Вообще шустро Мне выглядите. мои подписчики, мои любимые подписчики, мне 60 лет не дают. 50-55 дают. Я Конечно. очень рада. Спасибо им всем большое, что меня поддерживают морально. Мгм. Я очень рада, что они у меня есть. Ну, вот видите, Да, да. встретились. Канал у меня молодой, Мгм. с марта месяца только. У меня скоро 30 тысяч подписчиков будет. У меня очень много подписчиков. У меня очень добрый канал. Мои подписчики и зрители моего канала все такие добрые, ласковые. Советы они мне хорошие дают. Когда мне плохо, они меня успокаивают. Я с ними все делюсь.
все, они мне в комментариях пишут, что мне делать, советы дают. Мне очень, конечно, приятно. Хорошо, что у меня есть такой добрый канал «Мама Гуля». И нам приятно. Да. Приятно. Мы пошли мы встретились. Если мы поедем в Байкал, Алла Бирса, Фотографии оттуда и покажи. да, всё видео покажи. будем снимать. Мгм. Да. Да, все, Это вот классно, красота. конечно, классно. Байкал есть классно. А китайцев сколько? А Германии приезжают, оттуда. Вот приезжаешь, одни вот иностранцы ездят. Гудбай. Я пока не жалуюсь, пока они у меня послушные, слушаются, со мной что-то делают, помогают. Когда мне грустно, мы сидим, разговариваем с ними и плачем вместе, да? Ну вот, дай Бог вам здоровья. Спасибо. Да. Сила, Сила. конечно, вот Успокаивают, Мгм, что мгм. сына потеряла. Горе, конечно, но я очень рада, что у меня есть внуки. Они мне заменили сына моего. Ну, а что ж поделаешь? Это жизнь. Ничего не Это делаешь. жизнь. Ничего А не жить делаешь. надо. А жить надо. Трудности у всех бывает, а жить надо. Жить надо, Ну. да. Жить Вот надо. когда мы выезжали, вот я уезжала с Иркутска, я думаю, ой, господи, я поеду в путешествие, такое красивое. Уехали, вот Красноярск заехали, потом ко мне Кемеровская область, Ачинск, все это проезжаешь, смотришь, это же красота. Путешествие это какое-то огромное удовольствие, которое даже словами не выразит. Я отдыхаю на дороге, я люблю дорогу, я люблю ездить. Я всем вашим каналам, кто вот слышит меня, я советую всем, ездите, отдыхайте, берите удовольствие. Это жизнь не один раз тут и дано. Это прекрасная жизнь. Это надо чувствовать. Мы живем, я думаю, в раю. На столе все есть покушать. Одеваться все хотим. Мгм, Деньги подкопили, уехали. мгм, Кто мгм. работает, у них все есть. Да, да. Ну вот, ни в чем не нуждаются люди. да, Поэтому да. я люблю. Мы Крым съездили, на своим ходом все съездили, весь Крым. Ну, самый красивый в Крыму Ялта. Вот я люблю Ялту. Безумно люблю Ялту. Мы Там мечтаем... вот такая красота. Там ботанический сад красивый. Потом Воронцовский дворец. Потом Романовы. Вот эти дворцы. Мгм. Исключительно красиво. Вот Крым, что в состав России вошло, я уважаю. Я люблю Крым. Я довольна, что Путин, хоть как говорит, Путин плохой, Путин хороший. Правители никогда бывают хорошими или плохими. Они Да. бывают. Вот государство у нас есть, он держит государство. Ему большой поклон. Мгм. Вот. Самое главное, Получаем мирно стабильно. головой, Да. чтобы войны не было. Очень жалко, что люди голодают, что дети и жители мучаются. Хорошо, что у нас нет войны, мы в Башкирии очень хорошо живем. Просто надо почувствовать это, чтобы жить, надо быть людьми. Да, да. Человеком надо быть, надо трудиться, Вот надо моя, уважать не людей. перебивайте глаза. Ты меня встретила все на пяди. А где ты работаешь? Ну, раньше у нас был бизнес свой, обувной. Ну, вот Салаватом. Ну, в общем, мы закрылись. Сейчас я на пенсии. Дома сидеть надоело. Пригласили в частный садик работать. Мгм. Работаю поваром. Обыкновенным поваром. Хорошо. Да, хорошо. Очень люблю детей. Безумно люблю детей. Они безвинные. Сколько у тебя детей? Иногда 30. Нет, Своих? Своих. Своих двое. двое, да, мальчики, девочки, Мальчик и девочка. женатые. Девочки, у меня дочь замужем. 3 внуков. А, В Челябинске живут. а сын Сын с нами. 29 лет. женатый? Нет. Нет, Пока да? не женат. Ну, Невесты будем ищем. искать Невесты достойную невесту. Невесты ищем, ну. Ну вот. А дочь, у меня внуки очень хорошие тоже. В военном городке живут у меня. Зять военный. Ну, вот он военные летние училище преподает. Там в Челябинске. Хорошо. Вот сейчас были в Челябинске. Очень красивый город. Парк обалденный. Там парк вообще, там рестораны красивые, там озеро, парки, утки плавают, обалденно. Там вообще такой парк, по-моему, в России один. В Челябинске. И вот сколько ездила по России, может, я ошибаюсь, но очень красивый парк. У них вокзал очень красивый. Ты сама, Салима, добрая, поэтому тебе кажется, что везде красота одна. Нет. Нет, да? Нет. У нас такие места есть, вот, что некрасиво, уже природа не такая. Там вот
самосозданные под парк, самосозданные озера такие красивые. Ну, вот моя сестренка увидела, сказала, красиво. Красиво. Она фотографировалась много там, конечно. А Челябинск Да, очень красивый. обалденно красиво, правда. Челябинск сам город Ну красивый. да, вот Салават фотографировал, Ну. может показать. Своеобразный. Мгм. Это вот. Да. Я тоже с внуками в прошлом году отдыхала в Туапсе. Мгм. Они море захотели, я уж повезла их туда. Мгм. Отдыхала один раз в Анапе, санатория была, и больше я нигде не отдыхала. В Астрахань ездили, там жара страшная, ветра такие, комары там, машкара. Я вообще Астрахань не люблю. Мгм. Я Я, вообще больше нигде не отдыхала. я еще один день расскажу. Мы полетели в Крым. В Минводах остановиться решили. Вот через Москву. Слушай, расскажу. Короче, это летим. Остановились, говорят, ой, низкая облачность, там, т-т-т-т. У меня же муж, летчик. Мгм. Ну ладно, там, говорит, видно, смотри, не бойся. Когда Минводы прилетели, там посадка у нас была самолетом, Мгм. свати наши встречали. Мгм. Короче, это летим, земли не видно. Летим, земли не видно. А этот летчик сидит, глаза закрыл. Я думаю, господи, вообще ничего не видно. Туман сплошной. Как Ага. можно садиться? По-моему, по прибору он сел, этот самолет. Потом стали вот так хлопать, что самолет сел, все вышли летчиком так. А мой встал, летчик же бывший. Мгм. Мне нафиг, говорит, ваши хлопанья. Я- Это ужас я испытал. Сам летчик. Вот так вот. Он понимал. Да, А понимаю. мы-то что А там, что, говорит, ничего не пассажиры, видно, ничего говорит, не как он, понимаем? говорит, самолет посадил, я это понимаю, говорит, наугад. Рисковал, говорит, с нами. М. Вот, но у него страх был. Вот такой ее случай был. Еще не только. Крым-то прилетели спокойно Минвозы, вышли, а у нас вещей нет. Так куда делись? Я не поняла, говорю, в Москве остались. В Москве остались вещи, подарки нашей Москве, свати нас встретили, пошли чемоданы искать, нету. Сказали, Одни наши случаи. подарки вам в Москве остались, да? Нет, и вещей. Я потом захожу, говорю, заявление, говорят, пишите, какие чемоданы были, откуда летели. Мы написали заявление, вот такое приключение попались. Короче, это мы написали заявление, ждем, ходим. Один чемодан вернули, Мгм. прилетел. Второй чемодан нет. Мгм. Мы поехали Армавир. Армавир, очень красивый город тоже Армавир. Приехали Армавир. Потом я опять аэропорту звоню, говорю, здравствуйте, говорю, где вещи? Мои вещи еще прилетели. Вы, говорю, как думаете, мы отдыхать едем в Крым? У нас уже в машине ждал там. А у меня вещей нет. Я на одних спортивках поеду. Они говорят, вы нас извините, мы привезем бесплатно. Но, правда, привезли, извини, не попросили. Но это было такой ужас. У нас, конечно, приключение на приключение. Так мы тоже испытали. Да. Ну, вот. У тебя отпуск сейчас. Да. Когда заканчивается отпуск? У меня заканчивается 1 числа октября. Октября. А что ты тогда рано хочешь Ну, уехать? я не знаю, как Может, получится. встретились бы одноклассниками? Ну, Мы же ждали. ну, посмотрим. Сейчас подумаем. Конечно, эта суббота у меня занятая. Субботу эту субботу мы приглашены. А, Нас ждут. Салимайда, подумаем что-нибудь. Нет, в Иркутске мы здесь уже решено уже вопрос. Посмотрим, Галя, посмотрим. В воскресенье, может быть. В воскресенье Салавата не будет моего. Почему мы здесь встретились? Давай я позвоню для тебя. Правда? Ты мне позвонишь, может, если что, я встретимся, вас да. могу с Кундряка забирать на машине. Ну, ладненько, решим этот вопрос. Может быть, и как я побудешь, ты же моих одноклассников многие знают, и фамилии знаешь, этого знаешь. Можете посидеть, правда. Вот, и Узкий типа, круг, да, хоть узкий круг. сколько-нибудь, да, можно посидеть. Да. Да. Мне очень охота посидеть. Вот Мгм. встретиться все-таки каждый год мы Меня- кого-нибудь Меня, теряем. знаешь, что ты меня еще позвонила, когда иркутский, я же не встретила, еще смс получила. Думаю, кто это мне смс отправила? А потом звоню, говорит, а Зумаря мне говорит, Мгм. мы Зумаре, вот одноклассница, часто встречаемся, Мгм. каждый год, и каждый Мгм. раз я приезжаю к ней, заезжаю, Мгм. и она, конечно, нормально встречает. Мы так с как- детства так дружили. не Ну, знаю. мы Она в же Глемзе там тоже, живет. да, в Глемзе же тоже с Да, вами вместе да. были мы. Ну вот, она там живет в Кундряке, мы часто встречаемся, и нормально, и за ягод мы ездим. А у нас в Иркутске какие ягоды растут? У нас в Иркутске все растет. Да. И земляника, и брусника, и черника. Вот и бруснику, грибы. чернику собирать бы. Ни разу не А собирала. на сивы мы как собирали.
Ты видела, ой, на севере, когда мы жили, муж Сагдендонь, конечно, север Иркутска, очень красивый поселок был, городского типа, благоустройственные квартиры. Ягоды вот на горе смотришь, как усыпаны, как вот сидишь вот так, Брусника. собой, вы не знаете, по-моему, что Брусника, это? черника. Вот так да. собираешь. В день 10 цветов собирать можно бруснику. Крупная, сладкая, М. вкусная. А черника какая? Вот север Иркутска сильно богат урожаем. Мгм. Это очень богатые это места из Иркутска, пока не изучено. Почему хотят китайцы, почему хотят американцы, почему хотят все Иркутская область. Там недотронутые места. М. Обалденные леса. Мгм. Ты видел, какая тайга. Мгм. Мгм. И еще я помню один момент, пошла за ягодой, собирала вот такие, от нее растут вот такие крупные ягоды красные, ведро. М. Оказывается, это клюкву я собрала. Потом я иду, кто-то катится по горам. Тук-тук-тук-тук, маленькая. Тук-тук-тук, а то вроде покатилась. Потом опять дык-дык-дык бежит. Это кто? Сейчас я тебе расскажу. Потом кто как корову мучит. Мгм. Потом опять катится. Медведица стоит рядом, Ага. медвежонок катится. Это же страшно, может напасть. Да. Я бегом это ведро оставила, испугалась, убежала. А бежать нельзя. Если бы хотел бы этот медведь догнать, они 60 км в час бегают медведи. О-ля-ля. Она не тронула. Если медведица ко мне подошла бы, за Ага. ребенка они могут разодрать. И я ушла, и тут ягоды оставила. На другой день пришла, ягоды искала. По-моему, медведь забрал. Они нашли. Они мы пришли, искать целое ведро и ушли. С ведром медведь ушел. Ушел. Готовые ягоды. Они даже, знаешь, в одной разведке у нас такой случай был. Пришел, говорит, медведь. Мгм. Разведчики ушли, тоже в Мамошуйском районе, это не знает ваше ютубе, по-моему, я северянка тоже. Кстати, Короче, это разведчики ушли, оставили там ведро, как сказать, мешок дрожжей. Мгм. На севере же свет дрожжей. Мгм. Медведь пришел, когда их мыл. Все, сгущенка вот так, говорит, так руками и пьет. М. И потом забрал с собой мешок дрожжей. Съел по дороге. И через километр нашли этого медведя лопнутый. Ну, раздуло. Ой, Мгм. мертвый, да? Да. Съел, называется. Вот Мгм. такие случаи бывают. Мгм. Север, конечно, очень богат, очень интересен. Мгм. Вот. Мгм. Вот я еду сейчас, вот уехала уже давно, в Сергея вашего не было. В прошлом году через Салават ездила. Мгм. А это раз еду, говорю, я забыла уже многие места. Мгм. Вот встать через 43 года, обнять ах, вот эти места. Ну, знаешь, родные края моя Сава, Иркутск. М. Я люблю Иркутск сейчас. Я вот уехала когда с Башкирии, я думала, никогда в Иркутске жить не буду. Мгм. А сейчас вот оттуда я не уеду. Вся молодость у тебя там Да. прошла, да? Иркутская область, здесь на Да, у севере. нас в Рудниках прошло, Сагдиндон, дальше. Мгм. Мамско-Чудский район, Сагдиндоне мы жили. Мгм. Оттуда же приехали, Иркутске уже 20 лет, да, живем? Да, Иркутская В своя. Иркутске 20 лет уже живем. В Сагдиндоне жили где-то 15-14 лет. Мгм. Там Там где- рудники, Мгм. Там же в рудниках работали. Там жили. Галия вот у нас людей работала. У нас людей работало, ГСМ работало, где только не работало это. Я тоже так же. Я тоже где только не работал. Где только не работала, кем только не работала. Да. И ЖКХ, бухгалтерия тоже работала. Ну, здесь уже в машиночетном работала, и в Чимкенте жила, в Чимкенте в машиночетной станции работала. Ну, замуж вышла, выехала-то в Чимкенте. А потом уже это, вот север. За один тон рудник приехали, мы сестре, Мгм. старшей сестре приехали там, Мгм. 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 жили. Родили детей там. Мгм. Ну, А ностальгия есть, правда. родили наших Так. детей, конечно. Еще не родные только там. 40, ай, 60 градусов было на севере Иркутска. Мы капрончики одеваем, клуб. Вся молодежь, мы молодые же приехали. Ой, 23 года было мне, Галия 22 года. Одеваем. 23, 2 года. Слышно, Ну младше. ладно, пусть там вот разница. Два. Капрончики одеваем, не мерзнем. Тогда молодость, по-моему, была. Да. Своеобразная. 40 градусов. Ну, А. щиплет немножко Мгм. ножку-то. Вот это. А все дружно. А я 22 уже 2 раза мамой стала. Вот так. Я сына родила 22. 19 дочку, 22 сына, 30 младшую я родила.
Я рано замуж вышла. Я ранняя птичка. Ну, Салима, Я 23, поздно да? вышла. 23 вышла? Я 23. Это Я поздно. А дети сейчас, помню, знаете, женятся. когда Сколько лет? приехала с Ульяновска, я в Ужас. Ульяновске же была, на танцы пришла в клуб. 30 Наша лет. одноклассница Мгм. стояла, говорит, ты уже старая дева. 23 года. И замуж выйти не успела, и детей рожать успела. Мне, правда, торопиться не надо. Нет, не надо торопиться. Дети сейчас поздно женятся. Ну, правильно. Вот у меня старший 32 женился. А сейчас младшему 32 еще не женатый. Вот так вот. Я вот тоже, Подойдет время, женится. я тоже вот, Рената тоже хочу Не женить, хотят конечно, жениться у меня. вообще. Жениться не Это хотят. хочу, конечно, чтобы хорошая девочка была у нее тоже. Чтобы женился. Хочу. Ну, конечно. Мгм. Уже холостых жить. Ну, он детей вот этот занимается спортом. Мгм. Детей тренирует. Там, Вот, что- тренер, да? он тренер. Мгм. У меня одна подписчица есть, Роза тоже. Мгм. Тоже сын тренер. Да? Да, она мне и видео показывает. Мне очень нравится, так хорошо тренирует Это- детей. Мгм. У меня дети ходили самбо. Нет, это вольная борьба у меня сын. Тренирует вольной М. борьбой. Сейчас у нас пандемия, пока ничего Нет, нет. он занимается. Медали есть у нас тоже. У Мгм. младшего, у старшего. Мгм. Пока сейчас ничего нет. Охота, конечно, чтобы они занимались чем-то. Нет, пацанов, вот если подписчики есть, всех отдайте на спортивные школы. Пусть тренируются. А потом, я сейчас советую, на военку. Чтобы военные были дети. Мы в прошлом году хотели Оренбургское Суворовское училище. Мгм. У нас по английскому 1 балл не хватило. Он хорошо учится, и здоровье все нормально. Просто я поняла, не мог он не сдать по английскому, потому что оценки все хорошие были. Просто знакомство надо. Просто блат нужен. Вот, не прошли в прошлом году, больше не стали никуда ходить. Надо было еще С раз. пятого. Надо. Нет, там все равно проводник нужен туда. Мы поняли об этом, Это я об этом сказала. да. Ну ладно, он захотел, Попробовал. попробовал. Я тоже против не стала. Ходили, везде комиссию проходили, в городе, особенно все платно, много денег тратили. Я не жалею. Просто он попробовал, не поступил, так не поступил. А то, если бы я с Отказал? ним не ходила бы, отказала бы, он бы был бы в обиде. А Конечно. так он попробовал, ничего не получилось. А сейчас он хочет врачом стать. Да пусть это хорошо. Я говорю, учись хорошо, будешь врачом. Нет, Будет, врачом. будет. Будет. Сейчас у нас, мне очень нравится, у нас вот сейчас министр, вот этот Мишустин. Он много сделает, думаю, для страны. Маленький, шустрый, налоговые поднял нам. Говорит, политик наш идет. Ну вот, гостей я своих проводила. Посидели, разговаривали долго, вспоминали тех одноклассников, которых с нами уже нет. Поплакали. Было, конечно, очень хорошо. Одноклассница просто проездом заехала. До прибытия в наше село она позвонила, когда осталось всего полчаса. Муж ее чай попил, да ушел сразу в баню. А мы болтали. Так хорошо было. Так приятно было. Бог даст, когда она в следующий год приедет в отпуск, ко мне приедут с ночевкой. Без ночевки нельзя никак. О многом надо было еще поговорить. Ну ладно, спасибо на том, что они зашли навестить, поздороваться. На этом свой влог я заканчиваю. Извините, что в начале видео внук тряс телефоном и съемки плохие. Потом я только догадалась поставить на стол. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.